После того, как ребята отправились из Владивостока в Якутск на машине, на следующий день я встретился с Романом Кульбаком, многократным чемпионом гонок RFC в Малайзии. Посетил его автосервис и познакомился с джимником, который на момент съемки Роман еще дорабатывал. Круто. Чемпионские кубки. Сколько раз ты в России малазийском? 7 раз. 7 раз. 3 первых, 3 вторых, 1 третья. У меня, кстати, вот такой зарядник. Хороший, да? Да. Единственное, что слишком умный. Надо это. Частенько. Как бы, если сильно сядешь аккумулятор, не будет заряжать. А я, знаешь, что делал? Включал этот. Тут 12 вольт выход есть. Кидал на клеммы. Она 12 вольт сюда подает. Чуть-чуть его там что-то возбуждает, короче. И потом можно Да, я не знал, что закинуть. это прикурка, да? Да, прикуривается там. А я просто делал какой-нибудь Нормальный аккумулятор подключал. параллельно Да. подключал, тогда он срабатывает и держит. Автомат механика, да? Да. Коробка от Mark II. Пока не... Ну, там без разницы, Марк, Нох, это все одно и то же. Да, вот это вот на дэшке 3-я, вот это 4-я, это локап. Мы едем как на коробке, залочено. Автомат не работает. Вот здесь вот AJS, там тюнинг китайский. Едем мы к нам на базу. На базу Team 104. Сделаем экскурсию. Сейчас вот 3-я. 3-я с локапом. Здесь 4-я с локапом. Да, слева 2-я речка. Там вот снеговая падь, военный городок. Ну, в смысле, для военных дома. Там уже объездная по тропам русской. Раньше, лет 10 назад, здесь ни хрена не было. То построили. Да, и дорогу эту недавно тоже сделали, лет 10 назад. Здесь грунтовка такой подшип. Город растет, да? Да, вообще. СС-1 пройден, да? Так, сейчас посмотрим, с каким двигателем мы ехали. Это М18 Suzuki Aero. Полностью простой двигатель. Ну, я имею в виду и мобилайзеров, там всякой экологии нету. Двигатель сам нового поколения. Ну, я сравниваю с тем, что был. У него VVTi полноценный, 2 распредвала, 16 клапанов. Проводку мы сделали, адаптировали к родной, то есть минимум соплей, минимум лишних проводов. Получилась как бы родная проводка от G13. Чуть-чуть ее доработали. Самое главное тут с тюнинга это доработали коллектор, который выхлопной. Он был наполовину правильный, наполовину не очень. Вот мы тут здесь извратились. И глушак сделали на 60 прямоточный, малошумный. В общем, тегло на низах просто офигенное. Должен экономичнее получиться двигатель, пока еще не знаю. Но он, короче, на полторашке едет просто, ну, по прямой на полторашке едет.
в горочку на двушке в любую едет. Ну, я думаю, это хороший показатель. На 4000 на 4 с локапом примерно 130 километров выдает. Причем нормально разгоняется, не только вниз, с горки. Автомат Смарк, Нох, там, как бы, скажем так, самый надежный для таких моторов. Там смесь получается, колокол, муфта с Скуда, автомат сам, ну, заднеприводный. Можно было со Скуда поставить, но там раздатка, гемор переела, поэтому пришлось. Четко, ну едет вообще. Это джимник, если что. Да, не для города, для загорода, так куда-то ехать, не для экстрима. Поднимать не собираюсь. И вот если его поднимаешь выше, вот тут плюс 2 дюйма, выше поднял, все, у тебя начинает рыскать, начинает некомфортно ехать по трассе, максимум там 100. Мне как бы, ну, мало, поэтому 2 дюйма, я лучше бодилифт сделаю потом в будущем, если что-то больше колеса поставить. И в таком виде он, ну, самый красивый такой, самый по дизайну, когда вот ничего не трогаешь, да, гармоничный очень. Чтобы ничего не резать, арки 235 резина только влазит. Этого вполне достаточно. Максимальный, да? Под стандарт. Была 205, 235. Самый. Так, вот в прошлом году в Малайзии это мотор, занявший первое место. Ты его с ним что-то будешь делать? Ну, я хочу его в другую поставить. В Бихорн хотел поставить. Вот такой бокс у Ромы. 2 ямы. Бокс теплый, почти не топим. Очень удобно. Под себя делали все. Как правило. Так, основной это ремонт автомобиля, да? Да. Да, ремонт, запчасти, тюнинг. Ну, конечно, в основном всегда половина бокса занята. А сейчас машина где-то... она же С Борнео, да. плывет. Да. По пути в Владивосток, надеюсь. Надеюсь. Это скрыватель был. Маленький, скромный. О. Ну да, если с таким движком поднять машину, да, действительно. Да, уже. Он и так со стабилизатором, видал, как кренится. Но я там кое-что дорабатывать буду. Чтобы она не кренится, потому что ездить невозможно. После Витары, которая как сломанная стоит. Это раньше было, в 2012 году, когда курс был нормальный. Вот четко. Это, прикинь, это хорошо, что у них тоже инфляция. А так бы было бы 20. 1,20. Вообще. Там ощущается, что этот... Не, он слева прямо у нас. Обогнал, молодец. Обогнал же. На следующий день был приятный перелет до дома, где меня ждали родные, рабочие будни и, конечно, 50-градусный мороз. Учитывая 30-градусную жару в Малайзии, перепад температур составил 80 градусов. Это была отличная поездка, полная новых впечатлений и событий. Если вы еще не смотрели дневник участия нашей команды в малайзийских гонках, то в описании есть ссылка на весь плейлист, где в хронологическом порядке можно посмотреть все серии. Ну и, конечно, как говорится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачи на дорогах. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту имени Платона Юрского, города Якутск.
Все.